Позвольте мне представить вам Екатерину Георгиевну Бебия. Давайте поприветствуем Екатерину Георгиевну. Очаг, двор, Апсвояшта – это абхазский двор. В один период я готовила такие вот телепередачи, большие семьи. Семьи, где родились и выросли достойные дети, достойные братья и сестры, не только количество, но они достойные ялка, избранные люди. Вот в данный момент мы находимся во дворе в селе Арасадзых Ачинчирского района, село Семя Амичпа. Вот 10 человек родились и выросли в этой семье. Отец и мать были педагогами, учителями. Но вот представьте себе, если мать, отец, учителя, дети растут в селе, как сохраняли традиции, язык, обычаи. И я, конечно, начинала всегда свои передачи из самых маленьких, потому что тогда язык, родной язык, это превыше всего. Вот тут вот спикер выступала, у нее слезы появились. Понимаете, когда мы теряем свой родной язык, мы теряем все. Это наш флаг. Если мы теряем флаг, за что вообще бороться? И вот, вы знаете, побывав в таких семьях, и не только побывав, сняв вот эти вот видеоролики, фильмы, и показывая телезрителям в гостелерадиокомпании, это какое счастье, гордиться можно. Это вот семья Амичпа. Танцы, они необходимые. Это вот все, что сохраняют семьи в селах. Я очень часто говорю, когда я скучаю по Апсвара, хочу увидеть и услышать, я говорю, так хочется к нашим деревням поехать, и там мы черпаем все вот эту вот энергию необыкновенную. И я этой передачей, такие вот рубрики, такие семьи занималась я с 2008 года по 2018 год. И вы представьте себе, в месяц 2 передачи в семьях, вот таких семьях побывав, и вот черпать, и не только нашему народу, а и всему телезрителям, и, естественно, потом уже, когда каналы. А вот сейчас вот Апсвояшта. Мы находимся в селе Кутол Ачинчирского района. Это родное село, и вот в этой семье тоже 10 человек. Вот посмотрите, вот рядом со мной стоят все братья и сестры. А когда я вот росла в детстве, мои родители говорили, вы будете послушными, как вот эта семья, они в пример приводили Чехицку, Гония и Таджара. И я выросла, и вдруг я приехала с видеокамерой, и вот я, как образцовая семья, показываю всему абхазскому народу по гостелерадио. Вот вы представляете, все они достойные. В тот период, когда я готовила этот фильм, один из сыновей, вот он был главой администрации села Кутол. И что? Много чего хочется сказать. Мне кажется, вот сейчас я говорю, и Олег Етлухов разделяет мое мнение, потому что мы ценим написанное. Я очень часто говорю, написанное и записанное, это остаются на века. Это живая память. Не напишешь, не запишешь, все уходит со временем. Поэтому очень ценю записанное. Поэтому, как зеница ока, я храню все мои фильмы, созданные за 40 лет. Но я только что говорила 18 рублей. Все здесь даже и перечислить не успею. Время короткое, 10 минут мне Наталья сказала. И что же, я с гордостью принесла вам свою семью тоже. Понимаете? Я подумала, это может не скромно сейчас вот
пройдет вот скоро. Это может быть не скромно, но я подготовила и про семью. А почему бы нет? Я вела эту рубрику. Нас не 10 человек, но 6. Разве это мало? И поэтому мой внук, когда было 3 года, сейчас он в 7 классе. И вот так я вот с 2008 года по 2018 год, пока я не ушла с работы, эту рубрику я вела параллельно с другими документальными фильмами, там «Избранные люди» и прочее, и прочее. В последнее время я занимаюсь созданием документальных фильмов про абазинских женщин, ярких личностей, которые проявили себя блестяще. Начала я с Фардауса Кулова. Фардаус Кулова, здесь присутствует она. Она моя названная сестра. Она моя абазинская сестра. И с Арнитой Чаковой мы познакомились в этом зале. Вот Нателла проводила тут мероприятие, как раз День матери. И я спрашиваю, как ваша фамилия? Она говорит, Псков. Вау, у нас есть Псков. А я оттуда. А я, говорит, всю жизнь мечтаю попасть в Псков. И не было. Я говорю, мы с тобой поедем. Вот только познакомились. Я говорю, мы с тобой. Ой, нет, это не получится. Получилось. Человек, который очень хочет, получится. Правда, 2 года, ну не получалось. Нет. Вот вчера в презентации фильма Муминат Гонова